Кыз хыйрархы hürmetli район эhliyar. Заз сефтен мборак из коза, чи медицинский работник риз, день медицинского работника я пока 15 числа. Заз виридас, чи работник риз сячах ханкоза, хабру колера бах берекат ханкоза, бру балай арса саламатист, баларик харикиз рехатиз, дюня исляхана, вири рикева мурадрик агаграя ала. Мадзаз мборак из коза и кара, чи айол рисувархана, хабрузний день защиты детей 1 июня тира, ах по хасуварни заз чи районе, чи Россия де вири айол риз мборак из коза, хабрузния ала севтенсте здоровье хура, ксо, саглом вол. Ах по дюня исляхана хабрук элел и исяхта ава дявеяр вири колахар чуру алатна кутяхана ксо умер жадавол чи будущее чи айолрез. Сагочихте хтилат аида за и день защиты детей хамхи хаису вария мусала авадя ах посетимил по урустову да. Значит, 1 июня международный день защиты детей. Этот день уже отмечают во многих странах мира. И это, значит, 1 июня – это первый день летних каникул у российских детей. Но, несмотря на это, во многих образовательных учреждениях организуют разные конкурсы, спортивные мероприятия, подводят итоги года, награждают активных учеников и организуют дальше им летний отдых. Значит, с 1987 года акции в поддержку больных детей, детей-сирот и детей из малоимущих семей проводит Российский детский фонд. Изначальный смысл этого праздника – это охрана прав ребенка. Речь идет не только о физической охране, но и очень часто бывает так, что взрослые могут стать, значит, не так вразрез интересам ребенка. Поэтому в 1924 году в Женеве была утверждена Декларация прав ребенка. Это первый документ, который создан для защиты детей и их прав. Он состоит из 5 пунктов. Значит, первый пункт. Ребенок должен обладать всеми средствами, которые необходимы для его физического и духовного развития. Второе. Голодного ребенка нужно накормить, больного вылечить, провинившегося перевоспитать. Третье. Ребенок должен первым получать помощь во время трудностей. Четвертое. Ребенок должен быть защищен от любых форм эксплуатации. И пятое. Ребенок должен быть воспитан с пониманием, что его лучшие качества должны быть направлены на помощь ближним. Дорогие родители, хочу обратиться к вам. Вам искренне я хочу пожелать, чтобы ваши дети были счастливы. Но от кого, как не от вас, зависит их счастье. Значит, прежде всего, жить и воспитываться в заботливой и любящей семье, основанной на взаимном уважении, понимании и высокой нравственности. Помните, что именно вы являетесь главным примером для ваших детей. Дети подражают привычкам родителей, их поведению, образу жизни сначала в играх, а потом уже во взрослой жизни. Оберегая подрастающее поколение, мы построим благополучное будущее для нашей страны. Искреннее понимание, любовь и забота, которую мы дарим детям, обязательно обернутся успехами и достижениями для нашей страны. 1 июня – это праздник детства, это праздник мира, добра и улыбок. Хочется пожелать всем детям крепкого здоровья, исполнения всех их желаний, успехов во всех начинаниях и хорошего летнего отдыха. А для того, чтобы наши дети были здоровы,
надо уделять внимание детям с самого рождения или даже до рождения. Надо заниматься здоровьем детей, надо обеспечить им здоровое питание. В наше время почему-то стало не модно кормить новорожденных грудным молоком. Но, дорогие мамочки, вы просто очень многие не понимаете, как это важно для вашего ребенка. Ведь с самого рождения начинает формироваться иммунитет ребенка. И вы должны поддерживать ребенка в этом, наладить грудное вскармливание. Дальше, значит, что нужно для формирования иммунитета ребенка? Дальше их надо прививать по национальному календарю вовремя, чтобы ваши дети не болели, оберегать ваших детей от страшных инфекций, которые почти что были истреблены, но в последнее время опять начинает распространяться корь, паротит, коклюш, полиомиелит. Это страшные заболевания. Только в этом году от коклюшной пневмонии умерло 2 детей до года по республике Дагестан. У нас, машаллах, нету такого, но все-таки очень много у нас детей, которые, родителей, которые начинают отказываться от прививок. Вы подумайте, это же не просто так, это вы бережете здоровье ваших детей, вы формируете их иммунитет на всю жизнь. Подумайте об этом. И что еще хочу сказать, если все-таки ваш ребенок заболел, не надо заниматься самолечением с интернета, от соседки или еще от кого-то. Пожалуйста, сразу же обращайтесь к медикам. Все медики нашего района стоят на страже здоровья нашего населения, особенно детского населения. И, пожалуйста, будьте добры, обращайтесь, вовремя проводите им диспансеризацию. Что такое диспансеризация? Это вовремя обратиться к врачу. Осмотр всех специалистов, лабораторная диагностика, УЗИ-исследования. Уже несколько месяцев у нас в больнице функционирует детское УЗИ-исследование. Поэтому именно детский специалист, который проводит это исследование. Поэтому не надо отказываться, мы не хотим обследоваться. Каждый родитель просто обязан раз в год обследовать своего ребенка. И еще для более взрослых детей, для подростков, обратите внимание на их поведение, на то, сколько времени они проводят в этих соцсетях, в телефоне, в интернете. Контролируйте все это. Прививайте им здоровый образ жизни, отправляйте их в спортивные секции, больше разговаривайте с ними, гуляйте с ними. Здоровое питание им организуйте, чтобы наше поколение выросло здоровым. Всем здоровья и удачи!